сейчас Валя про тебя сейчас подумала. После фразы «молодец» у Вали кардинальное мнение изменилось за пару секунд. Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». МКреп. Надежная опора строителя. Доброго дня, уважаемые любители русского хоккея, хоккей с мячом. Мы официально начинаем нашу трансляцию, хотя вот по предварительным данным мы ее начали по ходу минут 3 назад, было нас уже слышно. Обсудили мы перипетии лыжного чемпионата мира, который стартовал сегодня в Австрии. Обсудили нечестные поступки норвежских спортсменов, вот, и бронзовые медали Глеба Рытьевых. Но пора от лыжных гонок переходить к хоккею с мячом, тем более о лыжных гонках мы с вами будем говорить уже с субботы, когда в Сыктывкаре начнется Кубок России. Так вот, сегодня Сыктывкарский «Строитель» на своем поле в рамках очередного тура Суперлиги России принимает вот этих вот бело-синих ребят, московская «Динамо». Погода прекрасная, вот, правда, пошел совершенно минут 10 назад, совершенно неожиданно такой вот снежок. Вот, может быть, внесет погода свою лепту в сегодняшнюю игру. Но в этом, как говорится, будем убеждаться сегодня вместе с вами. Доброго хоккейного вечера, уважаемые ценители этого вида спорта. Приветствуем сыктывкарцев, болельщиков «Строителя» и болельщиков команды из столицы нашей родины «Динамо Москва». В принципе, что, начинаем представление команды? Столица родины Киров. Шутка. Хоккейная. Ладно, давайте мы побежим потихонечку по составу играющих команд. Начнем с хозяев поля, Сыктывкарский «Строитель».
В воротах Максим Шакиров. А, кстати, вот я уже забегаю вперед. Состав встречи сегодня довольно интересный. В воротах Максим Шакиров, номер 20. Полевые игроки: Сергей Филатов, 83-й, 9-й Владимир Васюк, 3-й Иван Краблин, 77-й Сергей Шаблонкин, капитан команды, 8-й Артем Лихачев, 37-й Евгений Рюхин, 23-й Максим Зубарев, 28-й Алексей Башарыма, 93-й Денис Садаков. И пропустил я специально, в обороне сегодня Андрей Куликов, номер 4, молодой игрок Сыктывкарского строителя. Ну, о составе чуть-чуть попозже, после гимнов России и Республики Коми. Отзвучали у нас гимны России и Республики Коми. Возвращаемся к составам. Мы по строителям мы с вами не договорили. Действительно, в первый раз в стартовом составе Андрей Куликов, молодой игрок Сыктывкарского клуба, провел уже несколько встреч в этом чемпионате, но основно выходил, разумеется, на замену и в конце матча, когда, как правило, уже результат был известен. Вот сегодня за неимение, в общем-то, другого игрока на данную позицию выпустил Павел Яковлевич Франц, главный тренер строителя Андрея. Будем смотреть. Наверное, во многом от его игры зависит сегодня результат. Дрогнет, не дрогнет, и как справиться с опытными хоккеистами соперников. Ну и запасные у строителя: Макар Екишев, вратарь, и Павел Разубов, 5-й номер, Никита Агафонов, 7-й, 20 Александр Ваюшин, 70-й Максим Медведь. В общем, как мы видим, небогатая скамейка запасных, один вратарь и еще 4 полевых игрока, 2 из которых довольно молодые, мне это чуть 20, один из которых Максим Медведь, который, в общем-то, в прошлой игре получил серьезную травму, но вроде как может играть. Ну и завершая разговор о составе встречи, конечно, хочется напомнить, что травмированного Сыктывкарского клуба и Антон Пелендер, пропускающий весь сезон, и Никита Свиридов, и Максим Немцев, и Артем Зимин. Вот насчет Артема не знаю, но других трех мы уже точно в этом сезоне с вами не увидим. Ну и давайте сейчас дождемся стартового свистка, и Валентина нам своим приятным голосом порадует поклонников хоккея с мячом рассказом о том, кто же сегодня играет в составе «Динамо» Московского. Давайте вот Денис Садаков в центре поля. Арбитры посчитали до 11. И давай. Я уже сказал. Да, поехали. Валентина, вам слово. Ну, пока, в общем-то, мы поехали, а арбитр махнул рукой. Познакомимся со стартовым составом «Динамо Москва». Сразу же оговорюсь, то, что в Сыктывкар они приехали также с довольно-таки коротенькой скамеечкой. Один запасной вратарь и 4 полевых игроков. Ну, а вот на поле в стартовом составе у нас сегодня вратарь Драничников Артем, под 4-м номером Иван Щеглов, 5-й Золотарев Андрей, 32-й Булатов Павел, капитан команды Сергей Шабуров под номером 18, Михаил Сергеев, 19-й, Артем Бутенко, 91-й, Максим Василенко, 70
81. Владислав Тарасов под номером 7, под номером 21 Дмитрий Барбаков и 70-й Евгений Филиппов. На скамейке запасных вратарь Андрей Рейн. Также полевые игроки под номером 12 Дарковский Роман, 24-й Легошин Александр, 55-й Пожилов, извиняюсь сразу же за ударение, 55-й Пожилов Павел, наверное, все-таки. И 80-й Евгений Мельников. Если вдруг я где-то ошиблась, прошу исправить меня в комментариях, мы исправимся. Мы их читаем, мы их видим и даже иногда удаляем. Вот. Главный судья матча сегодня Александр Пронин из города Ульяновск. Его помощники также из Ульяновска Алексей Хлебников и Александр Шакиров. И резервный судья Михаил Цивунин, город Сыктывкар. Ну, сегодня уже прошел один поединок в рамках чемпионата. Сегодня на своем поле Красноярский Енисей сыграл с Хабаровском СКА-нефтяником. Две команды, возглавляющие пока что турнирную таблицу. Ну, СКА-нефтяник, понятно, что так и останется первым. А вот у Енисея все шансы сегодня опуститься на третье место. Ведь проиграл Енисей с счетом 3-11 хабаровчанам. А перед этим туром вместе с Красноярском по 55 баллов было. О, Валентин! Динамо Москвы! Динамо Москва. Вот такая вот веселая история в журнале нашем, да, далеко не. То есть сегодня для наших гостей из столицы матч будет просто принципиальным. Им нужно выиграть, чтобы выйти на второе место. Довольно часто в конце сезона некоторым командам уже в принципе ничего не требуется, да, там кто-то бережет силы для плей-офф, кто-то просто доигрывает сезон, не будем говорить, например, как кто, да. Вот. Ну, а вот Динамо Московскому-то как раз нужно сегодня играть, выигрывать, обходить Енисей, но с другой стороны тоже вопрос. Вот, опять же, первый играет с 8, второй с 7, третий с 6, четвертый с 5, по сетке плей-офф, и там даже не знаешь, в общем-то, на кого попадешь. То есть до первого места, ясное дело, никто не дотянется, как там будут играть Кузбасс, Трубник, Динамо Казань, Водник, Байкал Энергия. Ну, в общем-то, любой из этих соперников может попасть в плей-офф. И даже так и не предугадать, на кого попадешь. Вот. С другой стороны, москвичам, наверное, все-таки хочется потешить свое ЧСВ и выйти на второе место. И плюс здесь, конечно, им нужно выигрывать, потому что впереди у них как раз такие вот матчи с серьезными соперниками. Это СКА-нефтяник, Енисей и Байкал Энергия. Ну, такое любимое сибирское турне. Да. Ну и пока в усеченном составе, да, таком строитель атакует на стартовых отрезках игрового времени, ну, даже Ефим чуть не заработал головой, но не удалось мяч сохранить, довести до лицевой. И вот здесь уже здесь произошло? Мяч в воротах Сыктывкарского клуба, оказывается, после серии рикошетов мяч оказывается за спиной Максима Шакирова. Вот это, как принято говорить, нежданчик, да? Вообще не было никаких предпосылок. Вот. Что вообще здесь произошло? Давайте мы дождемся повтора, давайте посмотрим, что же произошло, каким образом мяч оказался в воротах Сыктывкарского клуба. Мне кажется, Максим Шакиров совершенно был, прошу прощения за тавтологию, шокирован таким результатом, таким исходом игрового эпизода. В общем, мы ждем повтора, ну а команды ждут, ничего они не ждут. Вот нам повтор показывают. Булатов, да, делает прострел, и от конька 9-го номера Владимира Власюка, по-моему, залетает мяч в ворота Максима Шакирова от конька или от клюшки. Вот на перехват идет Шакиров и в ближний угол мяч, да, своего отскакивает. Ну, конечно, гол на Павла Булатова записывают. Он последним из Динамо касался мяч, но по сути дела Владимир Власюк забил первый для себя гол в этом чемпионате, и он оказался в свои ворота. Прелесть какая. Да, то есть мы с вами обсуждали уже не раз, что вот нету забитых мячей у Владимира. Вот теперь можно сказать, что и появился.
Вот, но скамейка у московского «Динамо» сегодня тоже сжатая, мы видим, тоже, как и у Сыктывкарского клуба, вратарь, 4 полевых, ну, конечно, наверное, по скиллу, да, так скажем, не то чтобы там по опыту, по мастерству, по скиллу, наверное, скамейка «Динамо» чуть-чуть посильнее будет, чем у Сыктывкарского клуба, ну, по крайней мере, Павел Пожилов, чего стоит. Вот. Ну и, как говорили, да, «Динамо» сейчас претендует на то, чтобы выйти на второе место. А параллельно у нас проходит еще несколько встреч, и мы вот расскажем вам о них. Если вдруг кто-то хочет потом последить, узнать самостоятельно, можно звук чуть-чуть убавить, но мы все равно свое дело сделаем. Так вот, «Волга» сейчас играет с Сиксельмашем. Там 4-8, там 77-я минута. 6-2 уральский Трубник выигрывает у Родины. Зоркий с «Динамо» Казанью играет, там 35-я минута, но уже матч может завершать, там 0-7. Мурман с Водником, Старт с Кузбассом стартовали примерно вот с разницей в минуту с нами. Там поэтому еще по нулям. Ну, в общем-то, у нас тоже, видите, мяч появившийся не из откуда. Так что в виртуальной нашей таблице, которая сейчас у нас есть, мы 3 очка добавляем Сиксельмашу. Он догоняет мурманчан и догоняет Старт. Я думаю, что там ничего не изменится в Ульяновске. Трубник обходит сейчас Кемеровский Кузбасс, занимает 7-е место. Вот. И Казань набирает 45 очков и догоняет Байкал-Энергию с Водником. Вот такая вот веселая промежуточная таблица. Борьба идет и за 4-е, с 4 по 8 место, и за прекрасную, красивую 9-ю строчку в турнирной таблице. Мне кажется, самая видная строчка вообще в турнирной таблице — это 9-я. Ну, это, знаете, это первый среди не первых, вот так скажем. Ну, обидно, да, конечно, что не за 8-ю борется команда, да, в том числе Сыктывкарский клуб. И здесь Денис Судаков после дальней, после такой вот изумительной даже в том-то роде передачи принял мяч на клюшку, попытался переправить снаряд сразу за ворота, но чуть-чуть не хватило точности в этом эпизоде. Ну и Артем Драничников, еще опять же почему-то так с ударением, Артем вышел из ворот, угол сократил. Скорее всего, если бы Денису удался удар, пришелся бы не на страже ворот московского «Динамо». Еще один свободный удар Сыктывкарский строитель получает. Возле мяча стоит Иван Кораблин, 3-й номер, Максим Садаков, Максим Зубарев, 23-й, Евгений Рюхин, 37-й. Во всех номерах троечки присутствуют у бьющих. А вместо этого передача на Владимира Власюка. Мне показалось, что даже Владимир Власюк не ожидал такого розыгрыша от своих коллег по команде. Иван Щеглов сыграл, забрал свечку на чужой половине поля. И вот Евгений Люхин, 37-й, был на ваших экранах. Снова Денис Судакова, передача, мяч у Алексея Башарымова, и сравнивает счет Сыктывкарский строитель 1-1. Вот довольно быстрое, интересное начало игры у нас. Вот команды уже обменялись результативными действиями. Вот болельщики Сыктывкарского клуба на ваших экранах. Тех, кто решил прийти на стадион, тех, кого не испугала погода, и тех, кто, в общем-то, любит хоккей с мячом и приходит на него в любое время, в любые условия. Ну, а смотрите, еще этот игровой момент. Денис Судаков не укротил мяч, а скачил он в сторону, и Алексей Башарымов подоспел вовремя и забросил сразу же тайм-аут у нас. И как бы это не московское «Динамо» взяло тайм-аут на самом деле, потому что, ну, наверное, не ожидали такой прыти от Сыктывкарского клуба. И вот поздравляет Александр Мальцев Алексея Башарымова с забитым мячом, помощник главного тренера. Ну и вот врач, да, Алексей Харкевич тоже вот так вот любезно укутывает. Прав в том, что тайм-аут взят командой «Динамо». Да, ну здесь, в общем,
можно было предположить, как мы это и сделали. Комментаторы целуются при каждом голе строителя. Нет, мы не целуемся. Я женат, Валентина замужем. Мы только мысленно можем. Целуются болельщики на трибунах. Целуются Да, болельщики если на кому-то хочется срочно поцеловаться при каждом голе строителя, в принципе, еще есть время в Сыктывкарте добежать до республиканского стадиона. Это как в фильме, вот этом самый лучший фильм, который был, да, где играли в русский хоккей, когда забивал Фетисов. Да? Можно будет в следующем сезоне такую традицию сделать. Правда, так, к концу эфира вообще ничего не будет срочно понятно. Но зато будет тоже весело. Нам, по крайней мере. Нам. Ну, главное, чтобы это не были матчи с СК Нефтяником какие-то. Там можно обратно традицию. Вот, ну, в общем, команды у нас уже играют после тайм-аута. Возобновилась встреча, была атака Сыктывкарского клуба. Довольно неплохо встреча смотрится. Ожидалось, наверное, что Динамо будет уже давить с первых минут, но сыктывкарцы, что не дают поводов гостям поверить в свою легкую победу, скажем так, и даже дают неприятный, курьезный случай. Хозяев поля не надломил. Вот, да, нам тут пишут о рюмочке. Рюмочка не сегодня пока. Может быть, после игры. Во время игры мы за здоровый образ жизни и за спорт. Все верно. А вот у вас, Валентина, уже я вижу поклонники, которые вас бы поцеловали. Но... Так давайте все-таки про хоккей. Да, вот не про мне все равно интересно, да, как бы, что пишут наши болельщики. Вот. Да, хотел я отметить, что Алексей Башарымов забил для себя 15-й мяч в этом чемпионате. Уверенно он идет на втором месте в списке снайперов Сыктывкарского клуба. На 3 мяча отстает теперь уже от Дениса Судакова. Ну вот Денис Судаков в свой момент не реализовал, как раз и позволил Алексею Башарымову отличиться. Денис Судаков и Максим Зубарев по системе гол плюс пас по 26 баллов имеют в составе Сыктывкарского клуба, и это на самом деле очень даже неплохой результат. 26 очков, это было, они были бы 4-ми по результативности в московском Динамо. Прекрасно. Команда идет, видите, на 2-м и 3-м месте. Очередная атака Сыктывкарского клуба. Артем Лихачев, по-моему, это был Иван Карамов, 3-й номер, сделает заброс в центр, там Андрей Золотарев играет, и, в общем-то, мяч как-то вот в сторону ворот полетел. Но это уже должно радовать болельщиков из Сыктывкара, то, что строителя все же нападает, рвется к воротам и не мытьем так катанием еще забьет сегодня. Надеюсь, не один мячик. Надеюсь, не в свои ворота. Я думаю, стоит забыть этот досадный эпизод на сегодня. Не, ну я, честно, вот в футболе, конечно, таких эпизодов увидался порядочно, а вот хоккей с мячом на моей памяти впервые. Но мы смотрели совершенно недавно, пару туров назад, как Байкал Энергия в свои ворота 2 мяча забил после неудачного ввода мяча вратарем. Попал он пару раз в ближнего игрока, и от своего же защитника мяч в ворота залетал, но там даже, не знаю, говорят, что снаряд в одну лунку дважды не падает, но вот там по той игре упал еще как. Даже усомнились многие болельщики в не то чтобы объективности и адекватности таких действий, но и в честности. Может, где-то поприкалывался голкипер, да? Нормальные такие у него прикольчики в Суперлиге. Я думаю, то, что здесь нет места шуток, все-таки серьезные соревнования, да. Может, это был просто свой ответ к подвигу великого хоккеиста из Водника Пивовара. Кто знает. 2 мяча таким образом. Ну да ладно. Факт в том, что у нас Владимир Васюк ту игру, слава богу, не смотрел. Вот, и надеемся, что Владимир показатель плюс-минус сегодня для себя лично выровняет. Вот, а у Динамо у нас московского Булатов отличился, да, Да. Вот, у Павла Булатова это вот всего лишь 3-й мяч в чемпионате за 25 уже игр. 3 мяча и 4 результативные передачи. Кстати, самый результативный игрок московского Динамо под номером 7 Владислав Тарасов.
Да, 32 мяча. 37 передач в гол Куспас. Ну, Нет, 32 мяча, 5 результативных передач. Конечно, далеко и тем, и другим. Да, с лидеров. Снайперской гонки до Бондаренко, Эриксона, до Алмаза Миргазова. Там цифра вообще заоблачная. Да? Артем Бондаренко 53 наколотил. Петерсон 51, Миргазов 49, еще и 21 передачу сделал. То есть, как бы, хоккеист, который умеет, наверное, делать на поле абсолютно все, и атаковать, и защищаться, и может даже на воротах не видно. Пока что, я думаю, в Енисее нет таких серьезных кадровых проблем, чтобы еще Алмаза Миргаза пройдет на воротах. Вот, но факт остается фактом вообще. Так что до лидеров снайперской гонки далековато, но 26 очков Дениса Судакова — это такой, как говорили, хороший показатель, тем более в клубе, который не входит в плей-офф. Да, здесь потенциальная угроза была у ворот Сыктывкарского клуба, но, в общем-то, все хорошо, все обошлось. 17-я минута у нас уже позади, и вот нам тут сообщают, что трансляции нету на табло. Ребята, была разве раньше трансляция на табло? А зачем, собственно, трансляция на табло? Повторы болельщики иногда смотрят. Поэтому если... Мне показалось, нужно полностью вести трансляцию на табло. Ну да. Ну, в общем, наши коллеги, операторы, режиссеры, вы там нас услышите, пожалуйста. Я, честно, не помню. Ну, говорят, значит, была. Мы сидим в комментаторской кабинке, где, в общем-то, льда не видно. Вот, не видно, что происходит на поле, смотрим также по мониторам, поэтому табло, и вот это вопрос, который меня поверг в шок. Ну, также у нас спрашивают, хороший лед. Лед хороший. Снег плохой. Лед хороший, да. Лед не кусается, не лает. Он идеален. Завтрак по утрам готовить. Вот у нас уже, по-моему, третий матч ждет такой, когда заметает просто хоккеистов. Ну, это сыктывкарская погода. Мы в этом сезоне уже отметили, что именно в такой погоде Строитель набирает больше всего очков. Особенно если хватает физики на конец игры. Вот сегодня есть такие опасения, что может ее и не хватить. Волга Сипсельмаш все время 5-8. Там есть небольшие такие изменения в счете. Зоркио забил Казани первый мяч. Уральский Трубный Кролина 6-3. Мурман-Водник 1-1. Ну, в общем-то, пока что мячей нету только в матче Старта и Кузбасса. Ну, матч, в общем-то, важен прежде всего для Кузбасса, насколько для Старта. Вот. Прикатит ли сегодня Строитель автобус Мауриньо? Ну, наверное, нет. У нас есть автобус Павла Франца. Он, в принципе, надежный. Опять же, часто это влияет на этот автобус скамейки запасных. Погодные наши любимые условия, физическое состояние игроков, потому что, конечно, видели мы, как автобус в матче с Динамо Казани на своем поле не очень хорошо смотрелся, но действительно после тяжелого перелета были сыктывкарцы, даже прилетели за сутки до игры. Мне казалось, даже Казань пораньше приехала в Сыктывкар, чем Строитель вернулся со своего сибирского турне. Выход 1-2-1, и Шакиров спасает! Вы вот даже не знаю, слов-то каких приличных-то можно было подобрать так к этому эпизоду. Максим Шакиров просто спасение настоящее совершает. Макс в прошлой игре довольно много мячей отразил. В общем, уверенная победа над Муромом 5-1, это и его заслуга в том числе. Но это вот 100%, как принято говорить в Единой России, 146% игровой голевой эпизод. И вратарь был на высоте, но здесь хоккеисты с третьего вроде четко сыграли. Не дали гостям пробить. Дали возможность вратарю отдышаться, привести эмоции, наверное, в себя. Потому что после таких эпизодов, конечно, вратарь просто адреналин чувствует, выброс этот адреналина, но лучше, конечно, вратарю такие выбросы не получать, чтобы игроки обороны не допускали подобного. И у нас там, по-моему, Иван Щеглов, да, по-моему, четвертый, могу ошибаться. Может быть, нам все-таки повтор, конечно, покажет. Реализовал, Давай, вот так он сейчас и покажет. Нет, не
Иван Щеглов далеко. 7-й номер. 7-й номер? 7-й. Да, Владислав Тарасов. Как раз вот, вы его перехвалили. Ну, поздравим встретить с победой, тут ясно, тяжелая борьба и так далее. Ну, борьба тяжелая, счет 1-1, 20-я минута, еще игра 70. Не знаю, может быть, рано поздравлять Сыктывкарский клуб. Как может быть, просто рано. Может быть. Желаю Динамо сегодня продуть. Стройка вперед. Но здесь еще один игровой такой опасный момент. И снова Максим Шакиров самоотверженно бросается на мяч. Вот стройка вперед пока как-то, Ну, не пока работает. Максим Шакиров идет вперед, мне кажется. Лучший игрок вот этих первой половины первого тайма, вот так скажем. Вот так начали поджимать динамовцы все-таки сыктывкарцев. Ну вот, пытается наши пойти в контратаку. Пока давайте мы сейчас повтор посмотрим. смотрим. Да, ну здесь действительно самоотверженно сыграл. Наверное, даже рисковал здоровьем Максим Шакиров. У нас уже на весь сезон-то пропускает человек Луженцев в этот момент. Чем завершается от ворот. Там вот еще судье чуть не досталось. В него чуть не врезался хоккеист Динамо. Травмирован еще у Сыктывкарского клуба Денис Гутаренко. Весь сезон он пропускает. Буквально накануне за недели 2-3, наверное, до сезона получил тяжелую травму. Это вратарь. Да, вратарь. Второй вратарь Сыктывкарского клуба не смог восстановиться. И весь сезон вторым вратарем является Макар Екиш, вчерашний игрок клуба высшей лиги. Ну, Макар уже в этом чемпионате тоже сыграл, но, наверное, терять вратаря с третьего года не хочется. Ну, я думаю, о молодых игроках мы еще сегодня поговорим и не раз, потому что на поле мы их явно увидим. Другого варианта и нет. Да? То есть менять кому-то кого-то надо в Сыктывкарском клубе. Есть еще одна атака хозяев. Это сам Левит на поле уже виден, да, 70-й номер был. На него передача адресовывалась, не прошла, к сожалению, для хоккеистов хозяев. Максим Левит как раз игрок, который выходит на поле со скамейки запасных. Ну, тоже довольно молодой игрок, ну, сколько, не помню, сколько лет, 22 или 23, наверное, где-то так. По крайней мере, в прошлом сезоне, когда по регламенту в высшей лиге можно было играть только хоккеистам до 23 лет, Максим Медведь играл параллельно, получал игровую практику, опыт, можно сказать. В этом сезоне, по-моему, тоже еще имеет право, и он тоже пожалуйста появится на высшей лиге. Давайте мы с вами высшей лиге. Очень редко, я могу сказать, да. Но с другой стороны, как раз таки вот та же самая физика, которую нужно накатывать молодым игрокам Сыктывкарского клуба и, собственно, воспитанникам Сыктывкарской школы. Пишут нам наши друзья из Санкт-Петербурга, которые не смогли сегодня пойти на мяч. Зенит Фенербахче, я так понимаю, играет сегодня в матче. Ну, друзья наши из Санкт-Петербурга, ну не пошли на мяч, вот посмотрите на другой мяч. Может, они специально не пошли на «Зенит», чтобы посмотреть Сыктывкарский строитель. Ты понимаешь, тоже почетно. Там бело-голубые, тут бело-голубые. И вот здесь снова. И вы, кстати, посмотрите. Да, добивание еще мимо воры. Отбил кто-то из наших. Да. Четвертый как попал раз. в Андрея Куликова мяч. Смотрите, во-первых, Максим Шакиров опять, да, сыграл. Распластался на льду. Давайте вот будем смотреть эпизод. Снова Тарас, как его там, блин, уже? Тарасов его зовут. Да, и нет, не четвертый, по-моему, Кораблин это был, третий номер, в него попали. То есть сперва Шакиров спас уже, когда от него ничего не зависело, потом Кораблин. И здесь отворот. Господи, Владислав Тарасов, 7-й номер. Вот он лучший бомбардир. Два голевых, 100% момента Владислав Тарасов уже не реализовал. И мне кажется, что такой момент в любом другом случае можно, в принципе, с закрытыми глазами реализовывать. Но не сегодня, не в Сыктывкаре, не в ворота Максима Шакирова. Мне кажется, Максим как-то заколдовал. Нет, но с другой стороны, защита сыграла на уровне. Конечно. Спасли от добивания такого. Нет, мы сегодня отойдем, наверное, от нашей привычки хаять защиту строителя, так, немножечко. С другой стороны, моменты же появились, Валентина. У нас сине-бело-голубые. Ну, ничего страшного. Вот, моменты же появляются у ворот строителя, значит, где-то оборона не дорабатывает все-таки, да?
Если бы оборона дорабатывала, Максим Шакиров бы спокойно стоял бы, чашечку кофе бы пил у себя у ворот. С сахаром. Со льдом-то уж точно. Со снегом, по крайней мере. Да. Свободные удары. Московская «Динамо». До ворот далеко. Угол, конечно, тоже неприятный. Но сейчас будет сильный прострел. И здесь был готов какие-то «Динамо». Может даже все тот же Тарасов, да? Либо вот он, либо вот еще там был Евгений Филиппов неподалеку. К сожалению, не смог я понять, кто был ближе к мячу, но оба они находились рядом. Каждый, наверное, в принципе, претендовал на то, чтобы перевести мяч в ворота. А вот здесь уже атака строитель. Алексей Башарымов доходит. Успел Иван Кораблин немножечко. Прострел был опасный. Но все же... Чуть не хватило скорости, да, Ивану Кораблину, чтобы принять передачу. Интересно такое. Что «Зенит» это что? «Зенит» это футбол. Фотоаппарат еще. Много чего. Фотоаппарат. Солнцем, да? «Зенит». Солнце в «Зените». Много чего. Ох! А вот здесь все-таки гол, все-таки Тарасов, да? Все-таки добил. Вот пользуясь вашей любимой поговоркой про «если долго мучиться, что-нибудь получится», и Тарасов забьет, да, с 3 раз. Да, оставили, конечно, нападающего перед воротами, и с очередной попытки лучшему снайперу московского «Динамо» удалось все-таки забить. Это, вроде бы. Да, вот нам режиссеры показывают, что Владислав Тарасов 33-й мяч для себя. 33-й возраст Христа. Да, но здесь, кстати, смотрите, Андрей Куликов ошибся. Неудачно принял мяч, неудачно обработал, отскочил в сторону. Ну, и там, как, в общем-то, кстати, оказался Павел Тарасов. Ну, у него работа такая. Тарасов. Да, у Владислава Тарасова оказывается там, где нужно. Да, ну, угловой. Сыктывкарский встреча зарабатывает, 28-я минута. Первый угол, по-моему, у строителя сегодня. Да, первый угловой. Так, давайте, смотрите, у нас первый мяч «Динамо» забила после ошибки Власюка, второй после ошибки Куликова, который сейчас поворотом пробил. Попал мяч в кого-то из игроков «Динамо». Забили гости, ну, в общем-то, за счет ошибок хозяев. Ну, с другой стороны, мяч есть мяч. Он считается забитым хоть какой частью тела, разрешенной по правилам. Вот. Ну, а тем временем Кузбасс забил первый мяч в ворота Нижегородского «Старта» в нашей любимой рубрике «Чё там у других?». Что там в Кирове еще у нас есть рубрика? Да, но в Кирове, как мы с вами уже отмечали, там все очень так очень не очень хорошо. Тем более Киров играет в Первоуральске против Трубника, там 3-6. Вот. Кстати, мы вот так с вами заговорились, и даже не представили бригаду арбитров. Как не представили? Я представила. Вы представили? Конечно. Я заговорился, что не услышал, что вы представили. Ну ладно, вы представили, и хорошо. Хорошо. Представим их во втором тайме еще раз. Обязательно. Собственно, тогда давайте расскажем о том, Валентин, как мы, получается, играли с московским «Динамо». Кстати, после этой, ну да, уже так и прошла. Так вот, в этом сезоне команды уже дважды встречались в Суперлиге. Со счетом 8-3 в Москве выиграл «Динамо». В Кубке России счет был поменьше. Там «Динамосы» выиграли 3-2, забили у сыктывкарцев Денис Судаков, Антон Пенлендер. Это была стартовая игра Кубка России, в которой сыктывкарцы, как вы понимаете, же вы сказали, уступили, но борьба была действительно очень равной. У строителя, слава богу, туда не было никого из травмированных, да, и играл строитель полным оптимальным составом. В общем, и по таким, в общем, были недовольны наставники сыктывкарского клуба происходящим на поле. И там, если не ошибаюсь, даже один из мячей «Динамо», по мнению сыктывкарского клуба, был забит из глубокого офсайда. То есть, глубже, чем Марианская впадина, наверное. Глубокий офсайд, такой классный термин. Что-то тут у нас страсти-то накаляются на поле. Но пока... все-таки пока это не Санта-Барбара, нет таких страстей. Но увидим. Тем не менее, 1-2 это уже, так сказать, интрига жива. Хоккей довольно быстрый.
Осталось быть и моменты голевые появляются, правда их побольше у ворот Сыктывкарского клуба, это, наверное, в плюсы вряд ли можно отнести. Вот. В прошлом сезоне команды тоже играли на Кубке России. Зачем-то Динамо выиграла со счетом 15-4 Сыктывкарского клуба. Там вообще было весело. А в Суперлиге 1-3 и 4-7 обе встречи завершились также в пользу московского «Динамо». И вот в 2016 году команды тоже гоняли на Кубке России. Это был первый кубок страны для «Строителя» после долгой паузы. Сыктывкарский клуб играл тогда еще в высшей лиге. И там 8-0 московская «Динамо». Ну вот нам действительно подсказывает, что удаление у «Динамо», ну удаление у кого-то это было. Нам вот не показали на самом деле повторов, и вроде тоже не показывали плашечки с удалением, может быть, все-таки и не было. Ну, остановка в игре была связана с нарушением правил, просто вот вынесли санкции арбитры, ну, вроде нет. То есть, раз операторы нам не подсказывают, и на сайте Федерации хоккея с мячом тоже как-то нету плашечки, значит, наверное, и нет. Значит, в равных составах играют команды. Ну и не было пусть. Удаления, говорит нам технический онлайн, по крайней мере. Ну, может быть, там кто-то быстренько удалился, никто об этом не знает. Да, на самом деле это шутка. А может, кто-то же вернулся. Да. Вышел, ушел. Так. Вот, ну, про «Динамо», что еще хочется сказать, что «Динамо Москва» — это одна из старейших команд страны. Основана в 1923 году. То есть в Коме еще революция бушевала, ну, для понимания. В 23-м году у нас еще дата 24. Сексуальная. Нет. Да, я знаю. В общем, победитель первого чемпионата СССР. Кстати, сейчас атакуют динамовцы. И отворот, показывает арбитр, отворот. Победитель первого чемпионата СССР и обладатель первого кубка Советского Союза. Московская «Динамо». Вот такие вот достижения. 15-кратный чемпион Советского Союза, 7-кратный чемпион страны, 13-кратный обладатель Кубка Советского Союза, 6-кратный обладатель Кубка Европейских чемпионов. Ой, там такие регалии. 6 раз выиграли Кубок России, 3 раза Кубок мира. В общем-то, этого, пожалуй, достаточно даже. Но здесь еще атака у гостей. И снова мяч сейчас остается у гостей, опять-таки, да? Я думал, что все-таки у «Строителя» будет, но оказывается, он у гостей. Идет заброс в штрафную, борьба за мяч традиционно, и наотмашь снова. То есть все тот же самый Тарасов, один из самых активных игроков в составе московского клуба. И вот так вот вышло, что в составе у «Строителя» самым активным игроком является Максим Шакиров. И такое бывает, да? Продолжают москвичи атаковать. Перестали москвичи атаковать. Это прекрасно, это замечательно. Нет, кстати говоря, о московском «Динамо» мы его в этом сезоне уже видели. В Сыктывкаре. На Кубке России, на полуфинале, да. И на финале. Ну, в общем. Да, итак, так называемый финал 4 проходил, Кубка России проходил в Сыктывкаре. В полуфинале «Динамо» сыграло с «Енисеем», выиграли москвичи 6-2. И в финал они вышли, сыграли 3 декабря, собственно, со «СКА Нефтяником», но здесь ничего удивительного, 3-1. В пользу «СКА Нефтяника». А вдруг кто-то забыл. Сергей Шибонкин с чужой половины вышел. Теперь «Строитель» же просто держит мяч на своей половине. Перепасовочка. Ну и вот уже потеря, да, потеря мяча, ответная потеря, и снова мяч с москвичей. Не хватило, мне кажется, выбора позиции Дениса Судакова. Сейчас мог, в общем-то, и обокрасть соперника в центре поля, и там вполне все назревало для опасной контратаки. Снова вот здесь заброс, и борьба проиграл защитник «Строителя» борьбу, но повезло в этот раз со скоком. Вот когда Куликов в своей вратарской принимал мяч, там не очень хороший был прием, он привел к забитому мячу. Пишут нам, что хоккей с мячом лучше и приятнее смотреть на открытом воздухе, чем в коробках помещений. Ну, наверное, да. Надо уточнить у хоккеистов, где им играть приятнее. Ну, наверное. Играть приятнее, наверное, все-таки
в крытом помещении, где нету там минус 30 и порой сильного ветра. Но атмосфера все-таки, вот она вот здесь традиционная. Нет, на самом деле есть очень серьезная разница. Лед в помещении, он гораздо мягче. И то есть, если кто-нибудь привык играть на воздухе, приходится так приспосабливаться к помещению. Ну и, собственно, наоборот, если команда играет на собственном поле в закрытой коробке, то немножко неприятно выходить на такой лед. С вами была Валентина, магистр наук по льду. Магистр ледовых наук. Нет, на самом деле, в хоккей в коробке или на открытом воздухе я не играла, но имею некоторые отношения к конькобежному спорту, поэтому могу судить. Вот не надо мне тут. Ну ладно, спросим у хоккеистов, действительно. Хоккеисты пока тоже заняты делом, им не до вопросов. Ну, у нас будет послематчевая пресс-конференция, мы запытаем Павла Яковлевича Франца. Ну а здесь атака московского «Динамо». Выход опять опасный и 12-метровый. Возвращает арбитра ворота хозяев поля. Удаление составит Сыктывкарского клуба. Прогнозировал кто-то в комментариях 8-2 в пользу Строителя. Вот под угрозой этот счет теперь, если «Динамо» 12-метровый реализует. Кто там у нас такой молодец? Максим Зубарев вроде 23-й вроде был номер. Отрабатывал в обороне. Посмотрим еще раз. Повтор. Но пока что у нас у Максима Шакирова есть еще одна возможность спасти свою команду. Сыктывкарские болельщики желают Максиму Шакирову удачи пока что. Ну и Евгению Филиппову неудачи. Да? Так, Филиппов. И Филиппов забивает. 3-1. 1-3. 1-3. Ну, конечно, раздосадован голкипер Строителя. Как и мы, наверное, все вместе с вами. Ну, что поделать. Да, сейчас посмотрим за полетом мяча. И, в общем, сильно, точно. И начал смещаться Максим Шакиров в левую от себя сторону. Но уже заметил по удару, что мяч идет вправо. И дотянуться было, ну, в общем-то, невозможно, наверное. 1-3, 38-я минута. Бодрое было начало со стороны обеих команд. Но вот потом, конечно, москвичи инициативу к своим рукам прибрали. Ну, в общем, подтверждают свой статус, подтверждают свои претензии на второе место в Суперлиге. Тем более, как мы и говорили, Енисей сегодня проиграл 3-11. Там, конечно, у москвичей будет прекрасный шанс сейчас подняться на это второе место. Но даже если будет ничья. Да, конечно. Сыктывкару, конечно, приятнее будет ничья. Просто так, для себя. Потому что последняя домашняя игра у Сыктывкарского клуба в сезоне в этом чемпионате. Так что грязь лицом-то, конечно, не хочется ударить, но объективно мы понимаем, что 4 игрока, 3 из которых являются основными, даже ключевыми, потерял хоккейный клуб «Строитель». Если там для какого-то другого клуба там из лидеров это было бы ничего страшного, но для клуба, который звезд с неба не хватает, это серьезный удар. Но в любом случае Строитель играет неплохо, держится, пытается. То есть сейчас мы не видим того, что наши хоккеисты пытаются как-то тянуть время или посчитали уже матч таким проходным. Нет, пока красивый хоккей. Наши хоккеисты посчитали матч проходным. Ну да, действительно. Ну, значит, тогда нашим пора прекращать расслабленно играть и браться за дело и забивать. Да. Чего они там рассиделись? Вот, ну, оба эти клуба связывают несколько человек, да, как мы с вами понимаем. Это Павел Яковлевич Франц, все-таки главный тренер Сыктывкарского клуба. Павел Яковлевич у нас выступал с 85 по 93 за «Строитель», уезжал в Швецию, играл в Нёше, в Энерсбурге, играл в Воднике, ну и с 2005 по 2010 год Павел Франц выступал за московское «Динамо». Как раз, в общем, золотые годы московского «Динамо». И в составе этого клуба и чемпионат России выигрывал, и Кубок России выигрывал. В общем-то, все выиграл в составе клуба московского Павел Яковлевич Франц.
Так что для него, ну, в том числе и Кубок мира. Так что для него команда, в общем, гостей далеко не чужая. Вот. Ну и сейчас давайте дождемся этот розыгрыш свободного. К чему приводит он к отвороту. Нет, прошу прощения, к угловому. Ну тогда потом поговорим о второй фигуре, которая объединяет эти клубы, а второй по счету в нашем перечислении, но не по значимости. 41 минута. Стандарт Динамо, и где мяч? Мяч уже далеко в поле. Так вот. Нет, недалеко, он пока в поле. Вот сейчас он в руках у Максима Шакирова. Вот, конечно же, Валерий Маслов. Та персона, которая объединяет оба хоккейных клуба, которые сейчас у вас на экранах. 319 матчей за московское Динамо в чемпионатах СССР. 50 мячей. 10-кратный чемпион Советского Союза, 5-кратный серебряный призер, 3-кратный обладатель Кубка Европейских чемпионов, 8-кратный чемпион мира, лучший нападающий чемпионата мира 1973 года. Валерий Маслов — это именно тот самый специалист, при котором Сыктывкарский строитель с 92 по 97 год выступал и, естественно, добился на данный момент самого лучшего достижения в истории. Это серебряные медали чемпионата России, первого чемпионата России по хоккею с мячом. Ну, возглавлял еще Валерий Маслов сборную юниорскую России, которая стала в 1994 году чемпионом мира. Вот такие вот две личности объединяют два клуба. Наверняка еще, если поискать в истории, можно найти еще не одного, да, или не двух людей, но, пожалуй, это самое известное. А так, строителя опасно! Я уж думал гол. Но почему-то нет. Или да? Нет. Вообще угловой, да? В общем, с этой камеры было сложно понять, но угловой все-таки. Мы, комментаторы, как и вы, смотрим игру вот с монитора, да, и мне вот тоже показалось, что сначала мяч в ворота залетел, а потом все-таки вот сейчас залетел мяч в ворота. Гол! 2-3! Отлично! Вот он! 43-я минута, есть интрига в этой игре. Да, мы, конечно, болеем за Сыктывкарский клуб, в общем-то, и за интригу в том числе тоже. Все-таки уходить на перерыв с 1-3, с 2-3, это большая разница, да. Ну, давайте посмотрим еще этот момент. Кто же нас так пробил? Опа! Денис Садаков у нас, по-моему, так пробил, да? 93-й номер это был. Хорошо под перекладину, абсолютно не берущийся по сути своей вещи. Да, Денис Садаков. 19-й мяч Дениса Садакова в чемпионате. Мы следим за его голевыми достижениями, понимаете? Мы вообще следим за голевыми достижениями строителя. Да, укрепляется. За кем нам еще следить тут в Сыктывкаре так-то, если вдумать? Ну, может быть, вы за Мурман болеете. Хотя после того, как после той игры, которая была совершенно недавно в Сыктывкаре, я думаю, за Мурман болеть желание отбилось бы напрочь. За Мурман болеют в Мурманске. У нас в Сыктывкаре тут своя атмосфера. Контратака, вот сейчас выход 1 в 1. Да что ж такое-то, снова дают. 4-2. Проходит дальняя передача и... Ой, ну нельзя так, в общем. Я не знаю, это может быть все-таки сказывается неслаженность линии обороны, да, все-таки молодой защитник. И вот поэтому... Здесь, кстати, Сергей Филатов уже, да, оставил за спиной хоккеиста гостей. Это у нас Евгений Мельников был. И вот Евгений Мельников забивает. Да, и вся тройка защитников несется ему на перерез и не успевает. Ну, здесь уже какие могут быть претензии к Максиму Шакирову? Да никаких. Ваша жена напротив у трибун в красной куртке с фотоаппаратом. Да, моя жена. Все уже все знают, Алексей, вот так интересно, кстати. Мы тут сидим, ничего не видим, а вот народ в комментариях. Знаете, когда они будут спрашивать ваша любовница, я тогда удивлюсь. А когда спрашивают про вашу жену, это нормально. Это прекрасно. Ее все знают.
Ну что, последние секунды основного времени. Да, и у нас перерыв сейчас будет, и в перерыве у нас, ну, сейчас еще 1,5 минуты дополнительно, да, все-таки тайм-аут. Остановка была еще, игры коротенькая, да. Вот, так что есть время напомнить то, что в перерыве нас ждут главные розыгрыши этого сезона для болельщиков. Что у нас, Валентин, сегодня там у нас? У нас сегодня вообще сумасшедший розыгрыш. Нам тут периодически показывают лототрон, из которого выберут билетики, купончики под какими-то номерами. Все абсолютно честно, красиво. Разыграем мы среди тех, кто посетил все домашние матчи строителя, велосипед марки Шкода от автосалона Квета Авто Сыктывкарского. Это официальный дилер марки Шкода в Республике Коми. Ну и, собственно, и велосипед фирменный, классный Шкода. Также это будет набор инструментов большой, дорогой от сети магазинов М-Креп. А агентство БНК, которое ведет вам вот эту вот трансляцию, подарит 100 литров бензина кому-то. Нет, это еще не все, подождите. Да, ну это еще и угловой. Давайте смотрим угловой, потом расскажем, что ждет нас еще на перерыве. А все-таки что еще нас ждет? Ну, давайте. Нас еще ждет специальный розыгрыш призов для всех тех, кто сегодня на трибунах. Прошу, извините те ребята, которые смотрят трансляцию, те, кто на трибунах, сегодня еще поучаствуют в розыгрышах всяких классных штук. Опасно получился удар, но контролировал ситуацию голкипер гостей. И на этом первый тайм, в общем-то, и завершился. Так что мы идем смотреть, кто там выигрывает. Что там выиграет. Да, может быть, удастся отжать 100 литров бензина. Можно встретить на выходе со стадиона счастливого обладателя велосипеда и 100 литров бензина. И человек, который будет цистерну на себе нести. Да, и поздравить этих прекрасных людей. Ну, а мы пока с вами прощаемся на ближайшие 20 минут. Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». М-Креп. Надежная опора строителя.
Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». МКреп. Надежная опора строителя. Итак, мы возвращаемся в Сыктывкар. Матч «Строитель» «Динамо», счет 2-4. И специально для вас, дорогие болельщики, в прерыве Валентина сделала серию фотографий, серию селфи. Даже не знаю, стоит ли говорить ее инстаграм-аккаунт, где это все увидим. Ну, она сама скажет. Нет, я не скажу на самом деле свой инстаграм. Аккаунт, я буду надеяться, то, что появится в группе «Строитель». Да, хоккейного клуба «Строитель». Это фотография. Так что приготовьте комментарии. Да, будем забрасывать Валентину цветами. Ну, надеюсь, что цветами, да. Все готово у нас уже к началу второго тайма. В центре поля мяч. Динамо будет его разводить. Хотелось бы, чтобы такую картину во втором тайме мы увидели еще пару-тройку, а может быть и побольше разиков.
Ну, давайте дождемся свистка об начале второго тайма. Вот мы и дождались, и поэтому побежим по составам играющих команд. А точнее по составам, в которых команды начинали эту встречу. А в воротах Строителя Максим Шакиров, номер 20, полевые Сергей Филатов, 83. Андрей Куликов, 4, Владимир Лацюк, 9, Иван Кравин, 3, Сергей Шимонкин, 77 номер, капитан команды, Артем Лихачев, 8, Евгений Люхин, 37, 23, Максим Зубарев, 28, Алексей Баширымов, 93, Денис Садаков. Баширымов и Садаков уже отличились в этой встрече. Запасные игроки у Строителя, их сегодня аж 5. Макар Екиш, вратарь, полевые Павел Разубов, 5, Никита Агафонов, 7, Александр Ваюшин, 29, и Максим Медведь, номер 70. Ну и вот после того, как сейчас Иван Щеглов расстанется с мячом, что он, собственно, и сделал, Валентина вам расскажет о составе сегодняшнего московского «Динамо». Валентина, пожалуйста. Итак, сегодня в воротах московского «Динамо» Артем Драничников под номером 1. 4 номер Иван Щеглов, 5 Золотарев Андрей, 32 Булатов Павел, 18 Сергей Шабуров, капитан команды, 19 Михаил Сергеев, 91 Артем Бутенко, 71 Максим Василенко, 7 номер, который нам запомнился. И сейчас вот, Максим видимо, Зубарев был готов запомниться нам еще раз. И вот что мы называем полтергейст, Каспер маленькое привидение, или просто сильный ветер. Ворота «Динамо» куда-то уехали. Игра, видимо, не остановлена, да, ну только сейчас арбитры заметили, что, в общем-то, знаете, сим-соловим, никакого мошенничества, да. Хорошо, что не было атаки Строителя в этот момент. Вот сейчас поправили спортивный инвентарь общими усилиями, и игра продолжается. Ну и продолжается, в общем-то, очень женственная, с приятным голосом рассказка об играющих командах, об играющих составах. Итак, вернемся к полевым игрокам в стартовом составе. Владислав Тарасов, 7 номер, сегодня нам запомнился. Особенно своими попытками забить все-таки мяч. А все-таки одна из них увенчалась. Одна из них увенчалась успехом, да, прекрасный. И самый результативный игрок «Динамо Москва». Едем дальше. Дмитрий Барбаков, 21 номер, и Евгений Филиппов, номер 70 в стартовом составе были обозначены. На скамейке запасных вратарь Андрей Рейн под номером 33, Дарковский Роман, номер 12, Легошин Александр, 24, Пожилов Павел, 55, Евгений Мельников, 80 номер. Алексей хотел по второму кругу представить бригаду арбитров, доверяя ему эту почетную миссию. Не забыли. Значит, главный арбитр сегодняшней встречи Александр Пронин, помощник Александр Шакиров и Алексей Халибников, все три арбитра из Ульяновска, резервный арбитр Михаил Цивулин, город Сыктывкар. Ну, что можно сказать? Первый тайм порадовал моментами. Жаль, что большинство из них было у ворот Строителя. Вот тут тех самых, которые сейчас у вас на экране. Но, может быть, тенденция забивать именно в эти ворота и останется. Пока же свободный удар. Сыктывкарский клуб зарабатывает. Сбили хоккеиста Строителя на подступах к чужой штрафной. И Сергей Шибонкин, мы видим, тяжело дышится капитану команды. Конечно, нагрузки на игроков основы Строителя, ну, наверное, нечеловеческие уже. В общем-то, игроков обороны на замене, например, нету. Да, Сергею Шимонкину приходится отрабатывать и в обороне в том числе. Кому, в общем-то, если не капитану. Андрей Куликов сегодня, мы уже отмечали, проводит первую игру в стартовом составе Сыктывкарского клуба. Ну, в общем, действительно, играть-то действительно скоро уже и некому будет, а ведь играть еще несколько встреч впереди. Вот. Ну и запасные в основном игроки у Сыктывкарского клуба атакующего плана. В общем-то, 2 форварда, 2 игрока полузащиты. Ну, когда-то Павел Франц говорил о том, что все игроки в команде Строитель, ну, видимо, уже по тому, что просто больше некому. Они универсальны, конечно, но в любом случае молодежи, Строителя еще учиться и учиться. Ну, универсализм, конечно, подразумевает возможность играть на разных позициях, но одно дело, когда у тебя Денис Садаков в атаке, другое дело, когда Денис Садаков последний защитник, да, грубо говоря. Разные все-таки
фамилия этого игрока будет одна и та же, а вот уровень его игры совершенно кардинально будет меняться. Ну, пока что нам показывает, что удаление получил Андрей Золотарев. Не знаю, почему за 5 минут в данном случае. Может, что неприятное сказал в адрес кого-нибудь. Непечатное, может быть, непечатное. Но и, в общем-то, и непроизносимое в эфире, наверное, тогда же. Ну, мы все равно не знаем, поэтому повторять не будем. Здесь опасно было у ворот Строителя. До мяча не удалось дотянуться к хоккеисту «Динамо». Ну, точнее, не удалось нанести удар по воротам Строителя. Мяч все равно остался у гостей наших сегодняшних. Поэтому и продолжали «Динамо» владеть мячом. И вот сейчас Максим Шакиров будет водить его игру. Играет с ближним, с Артемом Лихачевым, воспитанник именно Сыктывкарской школы хоккея с мячом. Мы напоминаем, что совсем скоро, 1 марта, уже сейчас дождемся этой атаки в исполнении Сергея Шабункина, и зарабатывает все-таки стандарт Строитель. Так вот, 1 марта у нас будет открыта наконец-таки собственная, отдельная, специализированная школа Олимпийского резерва по хоккею с мячом. Так что, уважаемые болельщики, кто из Сыктывкара, ведите малышей. Ведите малышей. Да. И тогда матчи Строителя лет через 5-8 вам будет смотреть гораздо интереснее. Здесь опасный удар. Мяч проходит чуть выше ворот. Заставил этот выстрел Артема Драничникова встрепенуться. Да? Может даже понервничать. Реакцию, да. Понервничать это определенно. Валюша классный, пишет нам комментатор. Вот Валюша, любит вас, понимаете? Уедете вы сейчас из Сыктывкара, кто же теперь будет игры вести? Я к вам вернусь осенью. Хорошо. А я там, может, другую девушку искать, комментаторскую. «Динамо» владеет сейчас мячом. Артем Бутенко это был. Пас вперед на Щеглова. Щеглов заброс вперед. И Сергей Филатов до мяча не добирается. И не Булатов, а наш любимый Владислав Тарасов косипорит очередной момент. Ну, в общем-то, и кто против-то, да? То есть из 4 стопроцентных голевых моментов Тарасов забил 1. Вот там показывается счастливую обладательницу велосипеда. Ну, девушка у нас, Валентина, комментирует вместе со мной эту игру. Девушка выиграла велосипед на трибунах. В общем-то, женский день международный просто приближается скоро. А здесь, да, девушке еще не хватает на льду, чтобы она еще и мячи забивала. Когда у нас будет собственная школа Олимпийского резерва, вполне возможно, появится женская команда по хоккею с мячом в Сыктывкаре. Может профессиональная быть. женская команда. Ну, вот я знаю, что есть женская команда по мини-футболу, но не профессиональная, а просто любительская, их даже несколько в Сыктывкаре. Вот, может быть. Ну, женская есть профессиональная по баскетболу. Кстати, скоро игры. Гол! Гол! 3-4. 54-я минута, угловой, наконец-то. Получился второй! Да второй же сегодня же. Ну, не то чтобы наконец-то, но 2 мяча с угловых Строитель забивает. И хотелось бы посмотреть еще раз за повтором, ну и вообще понять, кто же такой молодец-то, кто же запробил так хорошо по воротам-то гостей. Ну, вот показывает нам болельщиков, довольных, счастливых. Ну, то ли дело будет, когда Строитель счет сравняет. Давайте посмотрим. Алексей Башарымов дубль оформляет сегодня. И, в общем... Сегодня явно его день. Ну, соревнуются они с Денисом Садаковым в последних играх по количеству забитых мячей. Может быть, увидим еще один мяч от Дениса. И вот повтор был. Да. Вот сейчас еще была опасная ситуация. Еще? Нет. Как нет? Так, нет? Давайте... Мне вообще показалось, что игрок Динамо в этом эпизоде уже просто из ворот. Да, именно так это и было, кстати. Может быть, нас подводит зрение, но казалось именно так, очень странно. Ну вот тут нас зрение здесь вот не привело в том, что Строитель не забил, а забили ворота Строителя. Вот прямо вот сейчас. Счет становится 3-5. Довольно вот так вот быстро, да, знаете, старая прописная истина про не забиваешь, ты забивает тебе. И только что мы уже чуть не обрались, потому что Строитель сравнял счет. Операторы там тоже, наверное,
обрадовались. А вместо этого мяч в воротах Сыктывкарского клуба. Оказывается, счет 3-5. Павел Булатов тоже дубль игрока московского «Динамо». Даже такая немая пауза. Да. Даже не знаю, что сказать. Еще одна ответная атака у москвичей. Уходит мяч от игрока Сыктывкарского клуба. Ну вот давайте посмотрим за этим эпизодом. И вот пробивается Булатов под перекладину. А мы, конечно, бы хотели потом уже после углового посмотреть, что ж там было-то, когда из ворот буквально защитник вытаскивал мяч. Это вот, к сожалению, с того ракурса, который был у нас, увидеть... Что там произошло, было очень странно, да. И здесь хорошо, что все обходится для хозяев поля и от ворот Максим Шакиров. Ну, в принципе, мы пока сохраняем интригу в этом матче. В принципе, 2 очка. Ну, и тайм-аут. Тайм-аут сейчас, тайм-аут наверняка уже Павел Яковлевич Франц взял. Удалось вроде как бы догнать практически соперника, но не хватило концентрации, наверное, может даже везения в том эпизоде. Вот если оператор нам покажет, да, что там происходило-то, когда мяч из ворот доставали хоккеисты гостей, тот ли этот эпизод, давайте посмотрим. Тот. Денис Садаков. Подождите. Может, он с другой стороны залит? Нет? Может быть, офсайд просто был. Вот я единственное как-то, что может быть, чем можно объяснить этот эпизод, потому что, ну, довольно любопытно. Ну, по крайней мере, с нашей точки, с наших ракурсов, да. Ну, к сожалению, пока нет у нас всякой телеметрии, системы ВАР, там, орлиной глаз и прочих. Может быть, было лучше с трибун видно, потому что мы как-то какого-то серьезного возмущения на трибунах сейчас не заметили. Может быть, все-таки болельщики... Оказалось бы. Да. Обычно-то все по-другому. Так, завершился у нас тайм-аут. Еще будет 1,5 минуты, поэтому добавлено к основному времени этого матча. Ну, 8 мячей уже забито. Неплохая результативность сегодня. Наверное, мы увидим еще не один, мне кажется. Что-то вот подсказывает. Ну и как мы уже говорили, главное строителю не сдать в конце второго тайма, даже в середине, потому что устают основные игроки. Сегодня, конечно, скамейка запасных у команд одинаковые, но все же я, например, не видел Павла Арзубова на поле. Да, и, например, Никита Агафонова тоже особо пока на поле не видел. В общем, довольно малое количество игроков использует тренерский штаб строителя, в то время как у гостей, если не ошибаюсь, все 4 хоккеиста уже задействованы. Полевые болельщики. Подбадривают болельщики свою команду, хозяев поля. Но вот не знаю, насколько эта поддержка сейчас сказывается. Динамо после пропущенного мяча видим, что пытается переломить игру опять-таки. Ну, во-первых, это им удалось с помощью забитого, да, но москвичи, в общем, зажимают сыктывкарцев на их половине. Высокий относительно прессинг, хоть и не такой ярый. И вот приходится поэтому делать вот такие забросы. Здесь в борьбе с защитником Денис Садаков оказывается на льду. Ну, все в рамках правил. И от ворот уже москвичи будут уже и ввели в игру. 18-й номер был с мячом, уже Сергей Шабуров. И уже по центру развивается атака московского клуба. Перевод направо. И здесь не точно на Владислава Тарасова отправилась передача. Алексей уже начал просто Владислава Тарасова интонации выделять. Что-то пошло не так. Пошло не так вот сейчас у Максима Зубарева, когда он потерял мяч, а потом еще и клюшку в попытке выбить снаряд. Из разряда «сгорел сарай, гори и хата», вот так. Можно и клюшку бросить, раз уж мяча рядом нет, что ж теперь. Здесь по-прежнему владеет гость мячом, от ворот будет. Полчаса игры, наверное, полчаса игры осталось, и, наверное, самое время рассказать, что ж там у других-то.
А у других Зорки с Динамо Казани сейчас играет параллельно. Там матч уже завершается, 88-я минута подходит к концу. Там 2-9 в пользу Динамо Казани. Мурман играет дома с Водником 1-2, а старт с Кузбассом, тоже параллельная игра нашей, как и Мурман-Водник, там после 0-1 в пользу Кузбасса. Старт забил 4. Один из этих мячей уже пришелся на второй тайм. Там 4-1. Интересная такая интрига Мурман-Водник на самом деле. Ну, какая-то минута, Алексей? Ну, у них там параллельно идет матч, параллельно нашему, так что там разница где-то в 1 минуту получается, в зависимости от того, кто там раньше вышел с перерыва, кто позже. Перехват возле чужой половины, возле чужой штрафной в исполнении Динамо удается. Сергей Шиблонкин, как раз опять же вернулся в оборону, отработал. И контратака. Александр Ваюшин с мячом. Перевод налево. Удается Ивану Кораблину сохранить мяч. Но вот передача, конечно, пошла не в ту зону, куда хотелось бы. И уже контратака гостей. Павел Булатов разбил 3 стороны. Разгонял ее уже Дмитрий Барбаков по правому флангу. Входит в штрафную. И Максим Шакиров после серии рикошетов, видели, щиток положил на лед, преградил путь мячу и в пылу борьбы, в общем, забрал этот мяч себе. Сергей Шиблонкина сейчас забивают, тем не менее мяч остается у Сыктывкарского клуба, и вот только сейчас расстаются с ним хозяева поля, и арбитры фиксируют нарушение правил. Не успели заиграть эпизод, так скажем. Снова в борьбу отправляли снаряд сыктывкарца, и там Денис Судаков, довольно тяжело бороться Денису. Не такой он габаритный форвард, да, как хотелось бы, наверное, быть под такие тактики. Как хотелось? Хотелось бы, наверное, 2 метра вверх, 3 метра в ширину, или наоборот. Наверное, 3, да, метра вверх, 2 в ширину, такое, как принято говорить, на столбах, да. Был бы таким бы столбом. Здесь бы так же, как хотелось бы и старика Хаттабыча на трибуне, мало ли чего бы нам хотелось. Это да, но она показывает, пока хоккеисты играют, там на сугробы даже дети уже резвятся. В общем, хоккейный праздник, семейный праздник, болельщики приходят на трибуну с детьми. Это приятно. Конечно, довольно много было в последнее время в Сыктывкаре хоккейных соревнований, может быть, даже слишком. И мяч в руках Шакирова, кстати, отметим. Может быть, чуть-чуть уже такая перенасыщение хоккейное получилось. Но последняя игра в домашнем сезоне. И, скорее всего, мы сыктывкарцев увидим уже в Сыктывкаре, опять-таки, на льду, именно в рамках игры какой-нибудь, не обязательно Суперлиги, а уже только осенью. Будет либо, как мы уже сегодня предполагали, будет какой-нибудь небольшой товарищеский матч. Да. Либо 8 месяцев ждать, либо ждать ближайший товарищеский матч. 8 месяцев, вот прям как ребеночка. Можно успеть, да. То есть на последней игре домашний чемпионата, и вот он на первую игру попадет. Фоликс. Это вот так вот, чисто теоретически. Кстати, да, стоит отметить, много девушек на трибунах. Вот одна ушла с велосипедом. После матча мы узнаем, кто знает, кому достался ушел, бензин, да? Да, со 100 литрами бензина. Здесь, смотрите, здесь был дальний удар по воротам Драничникова Альбилан. И вот на добивании мог хоккей-строителя подоспеть. Да не успел бы, мне кажется. Он бы и так не успел. Смотрите, да. Не в ту сторону, не для Артема Лихачева был этот скок. А так, мне казалось, у Артема уже глаза загорелись, он уже направлялся к этому мячу. Смотрим еще раз угловой очередной. 2 угловых уже строитель реализовал. Вот было бы неплохо и третий бы воплотить в жизнь, но, видимо, не этот. Здесь вдвоем отобрали мяч хоккеисты Динамо сыктывкарцев. Сергей Шабуров разгонял по центру, тоже потеря ответная у Ивана Кораблина. Щеглов, пас назад, и уже просто пытается выйти динамовцы дальней передачи из-под сыктывкарского прессинга. Теперь уже отвоевывать его на чужой половине, и остается мяч у Динамо.
Остается мяч у Динамо. На левом фланге разворачивается игра. И остановочка в игре. Небольшая. Сыктывкарцы сейчас с мячом. Играть у нас остается еще 25 минут. Времени в вагон, что и... Маленькая тележка, да. с углем. Есть еще возможности отыграться и переломить ход. В общем-то, пока что не очень удачно складывающиеся встречи, но, с другой стороны, чего можно ожидать от команды, когда у нее 4 игрока, 3 из которых ключевых травмирован. В общем-то, и травма Артема Зимина тоже как-то не вписывается в этот перечень. Ну, опять же, Дениса Бутаренко, да, в общем, 5 игроков травмировалось. Что мы говорим? 5 игроков. Плач по Опенлендеру. Вот он наш, сегодня. Наш традиционный, да. Что было бы, если бы играли все? Может быть, тогда встреча даже и в плей-офф был, потому что по игре, которую сыктывкарцы показали в этом сезоне, вполне они могли заскочить в 8 сильнейших, но, опять же, только при условии, что в оптимальном составе бы играли весь чемпионат. Пока же строитель переходил в позиционное нападение, потеря мяча, и уже по правому флангу Динамо атаковало. Это Евгений Филиппов пытался пройти на чужую половину поля, но не удалось ему здесь сделать. Теперь Евгений Илюхин добирается до мяча, придержали Евгений Илюхин. Там, в принципе, обоюдное было придерживание. Ну, потому что Илюхин как-то клюшкой так зацепил соперника. Поэтому и в итоге нарушение правил зафиксировали именно со стороны сыктывкарца, кировского сыктывкарца. Евгений Илюхин — это игрок Кировской хоккейной школы, воспитанник Родины. Играл еще, не помню уже в каком, играл еще в сезоне 2009-2010, по-моему, за Кировскую Родину, когда строители проводил последний сезон в Суперлиге до того, как попал в высшую лигу. Попал в высшую лигу, да. Вот, кстати, Алексей очень любит связочки, да, вот я напомню. Вот, тут пишет, 2 главных колхоза российского хоккея с мячом играют. Ну что ж вы так, товарищи, посмотрите на турнирную таблицу. Вот. Как бы строитель сейчас идет 12-м, Динамо 3-м. Ну, вторым, можно сказать, вторым. Да. Так что главный колхоз-то он как-то, прошу прощения, но немножко пониже играет в турнирной таблице. Кирове, например. Да, например. Ну, кировчане любят поддевать сыктывкарцев, да? Так что и мы можем их поддеть. Контратака сыктывкарского клуба по правому флангу зарабатывает стандарт Максим Медведь, 70-й номер. Вот. И бой сейчас... да, здесь будет, во-первых, предупреждение такое, последнее китайское, желтая карточка обоим игрокам из стенки, это Филиппову и Сергееву. Во-вторых, Шабонкин сейчас повторит этот стандарт. И, с другой стороны, после того, как кажется, его повторили, может быть, первая версия была лучше, да. Скажите, почему не показывают по Юргену? Ну, почему не показывают? Потому что не показывают, да, в общем-то. Показывают по Ютубу, практически. По Юргену, вы знаете, там же тоже много интересных передач, там, новости. На каком языке? На каком языке. Очень интересно будет, кстати, вот зрителям из Москвы посмотреть новости на каком языке. Классно, здорово. Я просто пытался вспомнить, что еще. Студия 11. Что такое студия? Есть такая передача на Юргене, очень красивая, ведущая Екатерина Борш. Ну, в общем, да, то есть, как бы, за что мы любим Юрген, так это за красивых ведущих. Вот, поэтому и не показывают. Есть другие передачи, ребят. Ничего страшного. Там вывеска недавно новая появилась, тоже могу показать. У нас, тем временем, отворот будет Максим Шакиров уже вел в игру. Сергей Шибонкин, Евгений Илюхин. Левым флангом проходила атака строителя. В общем-то, и на этом завершилось. Да, здесь Денис Садаков не успевает к мячу. Как улетел пятый номер. Хоккеист «Динамо» пошел познакомиться поближе с сыктывкарскими детьми. Возможно, признал в ком-то из них своего. Кто знает, кто в Сыктывкаре был в последний раз. Ну, в последний раз он был в Сыктывкаре. Давайте начнем с того, что еще в декабре месяце, поэтому тут еще пока не может. Он подъехал со словами: «Мальчик, я твой отец». И вот здесь уже теперь, знаете,
Обидно Мы было уже только говорили что. несколько раз, как Владислав Тарасов, да, из «Динамо» губил моменты. Ну вот сейчас, пожалуй, и Сыктывкарцы простили гостей. Конечно, был угол острый, вратарь все правильно сыграл. Денис Судаков на Башарымова передаче. И Драничников спасает свою команду. Что же, неплохо сыграл вратарь. Очередной угловой. И здесь мимо ворот проходит мяч. Ну вот Драничнику, наверное, тоже вопросов-то и претензий вряд ли можно предъявить. По сегодняшней встрече абсолютно он не виноват ни в одном из пропущенных мячей. Да, в общем-то, какие к Максиму Шакирову, да. Пожалуй, только первый гол, который Стрельский пропустил в первом тайме, ну, наверное, не на совести вратаря, да, потому что именно для себя Максим Шакиров все сделал правильно, но он таким вот курьезным довольно получился и не ожидал вратарь такой вот здесь, да, здесь, медвежьи услуги. Кроме забитого Динамо пенальти, здесь какие-то странные ошибки вот именно полевых игроков, то есть здесь вратари-то играют так, как надо. За пределами поля оказывается хоккеист Строителя. И да, для Строителя, мне кажется, Павел Яковлевич после каждого падения хватается за что-нибудь. Хватается за что-нибудь. Здесь, причем опять Денис Судаков получает повреждение, держится за лицо. По-моему, там Денис Судаков, Сергей Филатов, прошу прощения, 83-й рассечение, скорее всего. Да, и там, мне кажется, кровь все-таки появилась на лице хоккеиста, и срочно вот его уводит да. Алексей Харкевич, врач команды, и будет сейчас оказана помощь. Так что давайте досмотрим этот угловой удар, принимает на себя Стенко. Ребята, операторы, если будет возможность, покажите, да, вот этот момент. Вроде как бы с этого ракурса, да, там есть рассечение серьезное все-таки, да. Там, не знаю, это то ли лицом прямо в бортик попал Сергей Филатов, то ли клюшка ему досталась. Если клюшка, то это, конечно, не усмотрели арбитры. Вот. Но если... В любом случае опасно, да, для здоровья. И, дай бог здоровья Сергею Филатову. И, конечно, добавить особо нечего. Здесь... Вторую игру подряд у нас бортики калечат хоккеистов Строителя, да, у нас кстати. В прошлой игре Максим Немцев сломал ребро. Удалось вот там сегодня, буквально перед игрой с Максимом, сейчас дождемся момент, 70-й номер Евгений Филиппов был на опасной позиции. Так вот, переговорили с Максимом Немцевым, ну, буквально 2-3 недели он вне строя, но как раз и завершение сезона на этом и завершится. Где можно посмотреть следующий матч? Следующий матч Сыктывкарского Строителя посмотреть? Видимо, да. Даже сейчас не помню, с кем мы играем, но это будет уже выезд. Точно не на нашем телеканале. Но в любом случае ссылка на трансляцию будет в официальной группе хоккейного клуба «Строитель» в ВКонтакте, то есть найдете. Да. Ну и надеемся, что Сергей Филатов сейчас окажет помощь и вернется в игру. Потому что, в общем-то, защитников Строителя нет, уже и не осталось больше, поверьте. 24-го играет Строитель с Сипсельмашем. Ну сейчас нам, наверное, этот эпизод показывает. Вот он, да. Да. Вот. Ну, здесь как бы не бортик, нифига, извините за выражение. Это удар, плечо. Да, это удар наотмашь в исполнении Динамо. И, по-моему, вряд ли в этом эпизоде Павел Пожилов получил предупреждение и отправился на скамейку штрафников. Это все-таки уже эпизод чуть попозже. А вот запомню, да, на 73-й минуте это произошло. Потом после игры пересмотрим повторы, на самом деле, что там было. Да, рассмотрим этот эпизод отдельно, потому что, ну, может быть, действительно был какой-то здесь и злой умысел. Ну, арбитры пока не усмотрели злого умысла. Но, опять же, это игровой эпизод, было сложно, конечно же, арбитрам, поэтому даже если не усмотрели, то, в общем-то, не со зла, да, там тяжело было рассмотреть, что там происходило. Мы даже тоже только с видеоповтора. Здесь борьба такая массовая. Здесь Владимир Власюк, он 1 против 3 умудряется мяч сохранить. Иван Кораблин. Нам бы 11 Власюков. Андрей Куликов побежал. Куликов вообще на замену садился сегодня, интересно. И тоже в том же месте у того же бортика умудрился навернуться. Потерял Строитель мяч. Да, и уже
Динамо владеет им на своей половине поля. Народ не ходит, игроки никакие, пишет нам глубоко неуважаемый Антон Долгих. Ну, Антон Долгих, если такая вот у вас точка зрения, да, то, в общем, что вы смотрите здесь в Ютубе, комментарии какие-то оставляете. Идите смотрите там Дом 2, Дом 3, ну, что еще там характерно для вашего уровня развития интеллектуального. Вот, мы посмотрим хоккей. Нам Алексей, интересно. не переходите на личности. Давайте посмотрим розыгрыш углового в исполнении московского «Динамо». Да. И даже если «Динамо» выиграет эту игру, а пока что все идет к этому, да, 3-5, мы за свою команду болеем. Москвичи болеют за свою команду. И, в общем-то, глядя на то, какие игры проходили в этом сезоне, далеко не самая скучная игра. А сейчас гол забивает, и посмотрите. До последнего ведь казалось, что отобьет Максим Шакиров. До последнего вообще казалось, что игрок «Динамо» по мячу может не попасть. Нет, просто Максим Шакиров так вытянул ногу, то что вот казалось ударится в нее мяч, но нет. Точнёхонько в уголочек ворот. 3-6 становится еще, давайте вот этот эпизод. Во-первых, подбирал для удара момент игрок «Динамо», укращал этот мяч. Вот. И все-таки забросил. Как раз Сергей Шабуров, по-моему, это был, да, 18 номер, капитан московского «Динамо». Поздравляем Сергея с очередным мячом. У него это, если не ошибаюсь, уже седьмой, да. Ну, Сергей Шабуров не голами, в общем-то, знаменит, да. У Сергея Шабурова уже в этом сезоне минимум, ну, перед этим туром было 24 результативных передачи. Конечно, надо смотреть статистику сегодняшней встречи. Может быть, уже и сегодня ассист записал на свой счет. Вот. Мало ли, да? Ну, по мячам уже седьмой мяч. Лучший ассистент своего клуба, Сергей. Что ж, 3-6, наверное, вот на этом интрига именно в плане победителя сегодня и снимается. Но осталась интрига в плане тотала, то есть мы же в любом случае будем смотреть. Тотала, разница, да. Но и опять же, что хочется добавить, не было Сергея Филатова на поле в этот момент. Да? Вот да. Еще одного ключевого игрока, строителя, игрока основы. Тяжело сегодня, конечно, Павлу Францу. Он уже не раз говорил то, что он дает какие-то послабления своим игрокам даже на тренировках, потому что любая травма просто сравнима с катастрофой для строителя. Ну вот опять. Ну, никогда такого не было, да? Да. Особенно в последних паре матчей, да. Уж сегодня уже и Куликов играет чуть не всю игру, по-моему, даже и всю. По-моему, тоже. Вот четвертый номер очень часто мелькает. И, в общем-то, других защитников нет, и травмируется последний игрок обороны. Шибонкин просто как-то такой. Ну, уже скоро Денису Судакову уже надо будет переходить в линию обороны, может быть, делать рейды от ворот до ворот и как-то так пополнять свои, делать свои голевые подвиги. Нет, но потому что других вариантов нет. Может быть, Макару Екишеву давать клюшку, вратарю запасному строителю, чтобы он играл в обороне. Ну, больше-то, в общем, кадровые серьезные проблемы, кадровые потери находятся по ходу сезона, и при этом Строитель все равно играет лучше, чем в прошлом году. Нам показывает Сергей Филатов, видите, держится за лицо, отправляется в раздевалку. Ну, в общем, Сергей Филатов уже до конца игры мы не увидим. Вот Василенко в атаке и 3-7. Ну, закономерно, я бы сказал, все-таки потому, как шли эти минуты, да. У Строителя был шанс при счете 3-4, когда нужно было забивать четвертый мяч, когда, вот мы видели, в ответной же атаке счет стал 3-5, была возможность. Вот, Динамо сделала 3-5, тайм-аут не помог, 3-6, 3-7 уже без основного защитника на поле. Вот, пожалуй, без того, на ком вся оборона-то и строилась. И Владислав Тарасов забил. Видите, Владислав Поздравляем Тарасов, его с дублем сегодня. Игрок, который мог уже к этому моменту, наверное, мячей 5 забить если в сегодняшней не больше игре. На самом деле, да. Вот, да. И вот Владислав Тарасов оформляет только дубль. Ну, тоже все-таки голевые пополнения. 304 сейчас
мяча у Владислава, существенно опережает всех своих партнеров в такой внутрикомандной снайперской гонке. Но есть еще время и у партнеров, и у Владислава, потому что, к сожалению, мы можем сейчас констатировать, что вот по тому составу, который сейчас остается у Сыктывкара, вряд ли Строитель сможет успешно обороняться, давайте вот так скажем. Да? Как выразился один из наших комментаторов, поплыли. Ну, поплыть, наверное, не поплыли, все-таки тяжело. Тяжело. И скамейка запасных, дальше еще глава досмотрим. Остается мяч у Динамо, здесь сбивает гостей и хоккеиста, и свободные удары назначает арбитр. Вот. Тяжело, наверное, говорить поплыли, потому что играть уже практически некому. Мне кажется, уже где-то там врач команды вспоминает, как он раньше играл в хоккей, администраторы клуба готовы выйти на лед, потому что, в общем-то, да, страшная все тенденция плохо в этом такая. плане. А нам еще 3 игры играть, еще и на выезде. Причем довольно интересные игры, насколько я помню. Там Уральский Трубник, Уральский Трубник, Сипсельмаш, и завершим чемпионат мы в Кемерово, насколько я помню, игрой с Кузбассом. Есть такая вот серия падений обоюдных, и мяч мимо ворот Максима Шакирова проходит. Ну, Максим Шакиров уже, видите, смотрит. Я думаю, что в принципе Максиму можно уже и на скамейку запасных отправиться и дать время поиграть тренерскому штабу Макару Екишеву. Потому что по этой игре он сделал все, что мог. Максим делал все, что мог, действительно. Спасал, как мог. Сейчас мяч мимо ворот проходит. Вот. А в последней домашней игре сезона дать болельщикам видеть молодого стража ворот. Друзья, здесь, наверное, у Макара на трибунах сегодня. Здесь, вот, видимо, Артем Лихачев уже ошибается на своей половине. Уже. Обокрали его Евгений Мельников. Наносил удар, еще один угловой. Здесь, конечно, и Артем Лихачев. И хорошо, что подстраховали партнеры своего игрока. Угловой Динамо. 18 номер. Подает. И мяч от стенки отскакивает. Не видит вратарь мяча. И для зрителя здесь все хорошо обходится. Но я так понимаю, что попал мяч в Алексея Башарымова, если не ошибаюсь. Он показывает, сигнализирует о замене. Наверное, сейчас объехал. Видите, он вышел на поле Никита Агафонов вместо Алексея Башарымова. Потому что досталось тому мячом. И мне кажется, у врача Строителя работа, одна из самых неблагодарных. Вместе с Павлом Яковлевичем хватается за сердце, наверное. Да, потому что на каждой игре действительно работы только прибавляется. Говорят, когда в спорте, что в команде есть много травм, то это какие-то могут быть претензии именно к медикам. Но как может быть претензии, когда игроки получают вот такие повреждения, как сегодня? Нет, это игровые повреждения. В прошлой игре, когда Максим Немцев уже уходил мяч, уже контролировал эпизод, подъехал к нему хоккеист соперника и завалил буквально борцовским приемом на бортик. В общем-то, перелом ребра и травма, считайте, до конца вот этого сезона, хотя мне осталось 3 игры. Вот. Или Антон Пенлендер, который травмировался в матче с Зорким, когда просто в него ногами вперед въехал игрок Зоркова и в итоге получил годовую, сезонную дисквалификацию. Все травмы получают хоккеисты именно либо в игре, либо, Артем Зимин, пожалуй, травмировался только на тренировке. Да, Строитель до 8-го не дотянет. Да, и ни Строитель не дотянет до 8-го, ни Сипсельмаш, ни Мурман, ни Старт. 8-ка, в принципе, уже определена, да, я так понимаю. Если Уральский Трубник сегодня выигрывает, он, не помню уже, сразу посмотреть, то уже 8-ка определена. Есть угловой, есть удар, к счастью, для сыктывкарцев мимо ворот. Там, кстати, если Трубник проиграет, там тоже очень большая разница. Поэтому... я так и думаю, что там особо-то... чисто математически 9 очков разница между Стартом и Мурманом и Трубником. Да. В общем-то, чисто что-то на грани фантастики. Мурман, кстати, сейчас Воднику проигрывает со счетом 2-3. Старт выигрывает у Кузбасса 6-4.
Вот. Ну, чисто теоретически, да, еще старт может решаться все-таки, если сейчас выигрывает. Никита Агафонов, проход с поля Не флангу, удалось. и здесь, ну нет, здесь надежно сыграли защитники, ну, похвально. На льду оказывается Евгений Ильюхин. Кстати, мы видим, что Роман Дарковский, тоже молодой хоккеист «Динамо», на поле появляется. В общем, тоже старается тренер гостей Сергей Тарасов задействовать всех запасных, всех, кто приехал сегодня в Сыктывкар играть. Потеря в атаке Сыктывкарского клуба. Для тех, кто рядом со стадионом и кто еще не знает, у нас по окончании игры будет символическая акция. Ну, давайте сейчас дождемся еще эту атаку «Динамо». Мяч остается у гостей. Такая символическая акция. Общее фото будут делать болельщики и хоккеисты. Разрешили, руководство строителя разрешило болельщикам выйти на лед. Всем желающим. Так что я вот хочу на это посмотреть. Также всем желающим раздадут автографы как хоккеисты, так и тренерский штаб клуба «Строитель». Поэтому те, кто может, прибегать. Ну, посмотрим. Может быть, тоже прибежим. Особенно Валентина на одной ноге. Наш герой гражданской войны. Вот Валентина, Я поддерживаю тенденцию человек, в команде да, к травмам. Даже со сломанной ногой Валентина ходит на хоккей и вместе с вами проводит это время. К следующему сезону все на стадион, да, несмотря ни на что. Артем Лихачев на чужой половине от двоих ушел. Надо бы, конечно, на удар выходить молодому хоккеисту. Удар, конечно, удалось нанести, но, в общем-то, не опасно. Подходит к концу, в общем, время игры. 5 минуточек, наверное, нам осталось с дополнительным временем. Ну, чуть-чуть Да, больше. то есть, как бы, можно уже некие итоги подводить. Главный итог-то для турнирной таблицы в том, что Динамо Москва на втором Москва, месте. да, выходит на второе место. Обходит Красноярский Енисей. Да, это, так скажем, возможно, временный эффект. Да, потому что впереди у команды из столицы нашей прекрасной родины довольно-таки сложные матчи. Это как раз-таки СКА «Нефтяник», Байкал Энергия и Енисей, насколько мне помнится. Ну, надо потом посмотреть. Все. Я могу сейчас посмотреть немного. Лучше посмотрим сейчас, чтобы не быть голословным. Не будем надеяться Просто- на мою девичью память. Да, тем более это показатель. Показатель девичьей памяти. Пока же строители одну из последних атак сегодня организовывают. Ждем. Все Никиту Агафонова еще на бортик роняют. Вот. У нас, в общем, бортики созданы для хоккеистов строителя, такое чувство. Максим Зубарев делает заброс. Здесь все-таки уже игру арбитр был готов остановить, но мяч остался москвичей. Разгонялась атака по правому флангу. Потеря. Денис Садаков с мячом. Пытается найти передачи в центре поля партнера, но мяч не доходит до него. Я была права, да. СКА «Нефтяник», Енисей. Ну, видим, Байкал. И Байкал Энергия Там будет как бы- завершающий матч в сибирском турне таком. Или подождите, нет, вру, принимает Динамо, простите. Да, я Опять-таки просто моя тоже девичья помню, память. что играли они уже на выезде. Ну, не сибирское турне, но очень, значит, тоже Гостей? не сильно приятные гости. Не самые, в общем, желаемые. Не самые желанные. Нынешний СКА напоминает футбольный «Спартак» 90-х, вне конкуренции. Да, видимо, так и есть. И, возможно, это не на один, не на 2 года еще так будет. Так что интрига в чемпионате живее всех живых в борьбе за второе, а особенно за третье место в чемпионате. Ну и мы видим, что по этому сезону есть, да, наверное, за каждую позицию, кроме первой и последней, есть претенденты. Потому что даже сейчас теоретически
Например, Волга может обойти Зорки в борьбе за 13-ю позицию. Со 2 по 8 мы тоже отмечали, что каждый может обойти каждого. И с 9 по 12 место там тоже плотная группа. 12-метровый здесь назначает арбитра ворота московского «Динамо». Удаление в составе гостей. Вот, приходит звездный час Ивана Кораблина, я насколько понимаю. Да, либо гол, либо мимо. Наше любимое наблюдение. Ну, Михаил Савулин, прошлый игрок «Строителя» на ваших экранах, сейчас резервный арбитр. Ну что ж, есть для «Строителя» возможность забить. Для тех, кто ставил на фору, есть возможность проиграть ставку, либо наоборот выиграть ее, зависит от того, на что вы болельщикам поставили. есть возможность порадоваться на последней минуте. Да. Последнего домашнего. И да, гол 4-7, в общем-то, тоже неплохо. И вот он, звездный час Ивана Кораблина. Сегодня, ура! Да, ну, Иван Кораблин в этом сезоне Гол престижа, я бы так сказала. поназабивал со стандартов. 14-й мяч Ивана Кораблина в этом чемпионате. Он 3-й снайпер Сыктывкарского клуба. Ну, довольные болельщики, болельщицы, что, в общем-то, тоже приятно. Вот, блондинка симпатичная. Не видели, кстати, болельщиков московского «Динамо». Кстати, ехать недалеко. Но решили пропустить они выездной матч своей команды. Может, решили пропустить по одной дома. Да, не берущийся удар. В общем-то, тяжело среагировать на такой выстрел. Вот. Ну и Павел Арзубов тоже же на поле вот последние минуты проводит. И на этом, в принципе, матч-то и завершился. Со счетом 4-7 у нас, да. Строитель уступает в последнем домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги России по хоккею с мячом. Поздравляем «Динамо» с победой. Да, еще раз поздравляем болельщиков московского «Динамо». Спасибо, что вы были с нами. Спасибо болельщикам Сыктывкарского «Строителя», то, что вы смотрели, слушали, общались с нами весь этот сезон, который мы с вами провели вместе. Но все, всего доброго, до свидания. Ждите фото Валентины в аккаунте «Строителя». Услышимся весной. Весной, вру, осенью. Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». МКреп. Надежная опора строителя.